ұйғыр орыс тілінде шығарылған «Моя Кажгария» атты кітабының тұсаукесерін бастаймыз. Құрметті қауым, қадірлі ағайын, маған бала уақытымдан Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов өте жақын еді. Неге? Мен өзім ұйғырмын. Әкем Қашқарда туылып өскен. Өзімнің елім, жұртым, туған ауылым Қарғалы, отаным Қазақстан. Бала уақытымдан Шоқанның барған Қашқар оған өте қызық еді. Біріншіден әкем отаны болса, екіншіден Шоқан барған жер. 2012 жылы бірінші рет Қашқарды бардым. Екінші рет 2014 жылы. Кітаптар орыс тілінде жазылғаннан кейін рұқсат қылсаңдар орысша сөйлеймін. Наверное, трудно найти в истории казахского народа человека, который может сравниться с Чоканом Уәлихановым. Вся культура, история и наука казахская у истоков стоят два человека, по-моему. Это Абай и Чокан. Чокан – это западник, это человек европейски образованный. Потрясающий, что человек казах, потомок Чингисхана, Ахсует, Төре, Чингизид, правнук Аблайхана, внук последнего хана Среднего Жуза Вали, ближайший родственник Кенесары, становится первым великим казахским ученым. В те годы, да и сейчас, подлинному гению живется очень трудно. Он был очень одинокий человек, непонятый соотечественниками, ближайшими родственниками, чужой среди русских, чужой, наверное, своих соплеменников. Судьба его была романтическая и трагическая. Вот эта судьба всегда меня влекла, всегда интересовала. В 2012 году впервые я совершил экспедицию в Кашгар и написал книгу «Моя Кашгария». Эта книга вышла на русском языке. Она была очень хорошо встречена читателями, казахской интеллигенцией, была опубликована во многих журналах. Комментарии, рецензии были очень хорошие. В 2014 году Казахстанское национальное географическое общество организовало экспедицию по караванному пути великих Чоканов. Меня пригласили в эту экспедицию после книги «Моя Кашгария» научным руководителем. В составе экспедиции было немало докторов, кандидатов наук. Мы посетили, кроме Кашгара, другие города, уйгурские. Потому что в центре всей научной работы Чокана, это надо сказать, мои братья здесь сидят, они знают, это его экспедиция в Алтышар, в страну 6 городов. У него во всех городах, которых я описал, был Чокан. Потому что он посетил среди этих городов древний Кашгар. А Кашгар – это общетюркская колыбель. Я пишу, я об этом неоднократно говорил, это тюркский Иерусалим. Тот, кто занимается историей, те могут подтвердить мои слова. Я побывал в Турфане, в Ахсу, Кучаре, Яркенте, Хотане. Не во всех этих городах, я повторяю, был Чокан, а был в Кашгаре, Янгисаре, Янчаре. Но в своих книгах и в основной работе о состоянии Алтышара он написал. Поэтому я везде цитировал Чокана. И как изменился этот край за эти 150 лет. И в результате родилась книга «По караванному пути великого Чокана». Я ее написал вместе со своим близким другом, доктором географических наук, профессором Мазбаем Орденбеком. Мы вместе выросли. Вновь эта книга была хорошо встречена, она была опубликована в журналах и была переведена на казахский и английский языки. Подчеркиваю, эта книга была издана Казахстанским национальным географическим обществом. Презентация этой книги первый раз была в Астане. Но я, кроме этого, вел и дневник. Потому что я считаю, что книги о Чокане должны быть доступными
простому человеку и опубликовал книгу «Путешествие по Алтышару». Я уже сказал, почему по Алтышару. Страна 6 городов, это основная работа Чокана о состоянии Алтышара. Здесь о каждом городе. Разумеется, я рассказывал и о ремеслах, и о культуре, и о древних городах. Везде цитировал Чокана. Чокана книги должны быть живы сейчас. Чем больше занимался я Чоканом, тем больше у меня возникали вопросы над его судьбой. Потому что, кроме путешествий и экспедиций, я тщательно изучал работу о Чокане. Вот здесь сидят мои коллеги, Гульмира, она во многих моих презентациях присутствовала, она знает, что ко всякой работе я подхожу тщательно. Судьбой Чокана-Валиханова должны знакомы быть все граждане нашей страны. Потому что прошло более 150 лет, но я считаю, до сих пор ученого его уровня у нас в Казахстане нет. Вот это тайна, сакральная тайна. Это гений, одинокий гений. Вот сегодняшний день для меня особенный. Я побывал везде, где был Чокан, но не был там, где он провел последние дни, последний год своей жизни. А особенно последние дни, последний год жизни, они таинственные, потрясающие. Мы больше знаем об его кашгарской экспедиции, чем о последнем годе его жизни. Специалисты, историки это подтвердят. Когда я начал заниматься Чоканом, у меня возникали вопросы. И до сих пор вопросы. Сейчас я работаю над повестью «Миссия в Кашгаре». Я не могу в научной работе выразить свою точку зрения на последние годы жизни. Но я в своей повести, это приключенческая повесть с элементами детектива и любовной интриги, рассказываю об экспедиции Чокана в Кашгар и о последнем годе его жизни. Мне очень хочется, чтобы на нашей казахской земле рождались новые Чоканы. Сам я путешественник. Кроме Чокана я побывал во многих городах, странах Азии, был в Туве, Монголии, на Арале. Опубликовал несколько книг. То есть там, где была Монголия, там, где есть тюркская колыбель, древнетюркская колыбель, вот эти страны меня привлекали в первую очередь. Поэтому сегодняшняя книга, я хочу их показать. Сейчас, наверное, қазақтың дәстүрі бойынша осы кітаптардың тұсаукесерін өткізейік. Біздің үлкен ағамыз отыр, наверное, Әбен ағам. Сіз, Зәке, үшеуміз па, қыздар, мына қазақтың дәстүрі бойынша бұл кітаптардың бірінші қадамы. По караванному пути Чокана-Валиханова, қазақша, орысша. Мен қай экспедицияға бармасам, қасымда фотоаппарат. 3-4 мың сурет әкелдім Қашқарда. Любой экспедицияда. Осы кітапта суреттердің көбі менің, тағы менің достымның Орденбек Мазбаевтың профессорының. Бәрі цветной. Үкімет шығады осы кітапта. Осы кітап ағылшын тілінде шықты. И «Моя Кашгария». Путешествие по Алтышару. Рахмет, ағалар, рахмет.